Видно. Все. Друзья, всем большой привет. Мы опять на реке Печора. На проверке наших палок. К сожалению, была еще одна проверка. Было 2 налима, где-то по полторашке, наверное. Но, к сожалению, вы эти кадры уже не увидите, и не увижу их я, потому что мой косяк перекинул. Я думал, что перекинул на... Ой. Сегодня, кстати, на календаре 9 января, и температура за бортом 22 градуса. К сожалению, эти кадры мы уже не увидим, потому что, ну, мой косяк, я удалил кадры, не перекинул на компьютер. Почему-то я был уверен, что я перекинул. Но день рождения моего сына 7 было, сами понимаете. И что-то в спешке, в суматохе я удалил эти кадры, не перекинул на компьютер. Ну ладно, не увидели, не увидели. В общем, скажу вам сразу, было 2 налима, 2 полторашки примерно. Было 2 хариуса на удочки вставные. И сегодня у нас 9 января, и я сегодня не один, я сегодня с Серегой. Всем привет. С Серегой. И мы сюда пришли как бы не просто на проверку палок, а немножко совмещаем полезное с приятным. Мы отдыхаем душой и телом. И на это есть причина. 7 января у моего сына день рождения, а 2 января. 2 января неделя уже еще одному новому человеку на нашей планете. Это Тимур Сергеевич. В общем, новый человек родился. Мы, конечно же, по нашей русской традиции немножко отметили это дело. И приехали сегодня на проверку палок с Сергеем, с отцом нового человека. Давайте вместе все дружно поздравим. Нашего роду немножко прибыло. Да. Сергей тоже мой родственник, троюродный брат. Да. Троюродный брат, да. Так что племянник у меня еще один родился. Теперь Сергей тоже у нас многодетный отец. Догнал. И у него еще есть шансы, еще и, возможно, перегонит. Вот. Это коротко о главном. А сейчас, несмотря на мороз, ну, погода морозная, но ветра нету, так что Нормально. осталось немножко у нас палок, но есть. Не знаю, что мы поймаем, но надеюсь, эти кадры вы увидите. Приступаем к проверке. Несмотря на мороз, закопанные лунки сильно не замерзли. Края немножко, наверное, сейчас мы этим поправим. Пешней, да. Достанем живцов. В прошлый раз я поймал около 30 ершей, сюда закинул. Ерш здесь клюет, ерша мы нашли. Вот здесь клюет ерш. Здесь я поймал 2 харюзов на удочке. И я так думаю, когда потеплеет, мы здесь еще увидим... Блин, руки-то замерзают. Поклевки хариуса, да? Поклевки хариуса мы увидим. И я так думаю, не знаю, в прошлый раз язей здесь не было, от слова совсем. Но там в конце 5 палок у нас есть. Вот все палки, как мы видим, уже подняты. Тут немножко. И там 5 палок. Время провождения. Да. И заодно мониторинг. Сейчас большого улова не ожидаем. Ну, хрен его знает. Это Печора. Когда даст, тогда даст. Так что приступаем к проверке наших палок. Здесь у нас тюрьма. 30 ершей возьмем ёршиков. Возьмем ёршиков, здесь 30 штук. Поедем на конец. Там у нас немножко мальковича есть. Проверим. Ну, как сказать, это даже не рыбалка, это просто отдых на нашей любимой реке. Ну, Печора без улова, я так думаю, нас не оставит. Тем более посмотрим. С рамкой у нас улов хороший получается. Все будет. Сейчас посмотрим с Серегой, что у нас получится. Сейчас немножко расширим лунки и начнем проверочку. Края только чуть-чуть, сильно не надо. Края немножко, чтобы большие не надо. Тюрьма, блин. Ну, края нормально. Лопата пролезает, значит, это все. Снег, когда снег есть, проблем нету. Даже несмотря на морозы, то, что сейчас давят у нас уже 25, 28. Сегодня вот 22.
2 дня мы не проверяли. Я приехал сюда перед днем рождения своего сына. 6 января проверил палки. На день рождения сына мы приготовили большого налима того, которого я поймал еще с Ромкой. А сейчас, ну давай, Серега, давай. Доставай. Поднимай, доставай. Ладно, там у нас есть тюрьма и есть также у нас, ну, натяжки. Вижу, что нет натяжки, так что нет там ничего. Ершей надо спасать. Ершей, да, сейчас мы наберем. Первая палка у нас пустая. Ну ладно, у нас еще есть немножко палок. Я так думаю, что-нибудь да поймаем. Достаточно мало. Если сколько там, не знаю, выжили, не выжили, вот тогда я, ну, около 30-то я точно поймал ершей. О, жив. А, не все подохли некоторые, потому что удочки вставные, ерш заглатывает. А тут у меня 13 ершей было, да, 13. Я 30 поймал, часть насадил, часть подохла, но часть живая. Так что сейчас вот это насадим, поедем туда, на край поднимем мальков и начнем оттуда. Все. Первая палка комом пустая. Ну ладно. Еще не вечер. Вернее вечер, но еще пока еще видно. Не наш вечер. Так. Продолбили вторую тюрьму. Здесь у нас мальки. Немножко уже осталось. Ну и в то же время с этими мальками у нас есть и леска с крючками, где, о, налимчик есть небольшой, на фигня, можно сказать, живец. Так, эту бутылку пока не убираем, пусть одна бутылка хоть будет. Он намотана. Накрутил, намотал. Так, что у нас здесь? Вот такой вот живец. Он накрутил, намотал. Я не знаю, что с ним делать. Намотает больше. Мне кажется, да, намотает, наверное, больше. Его, наверное, лучше снять. Снять. Иначе он больше намотает. Бог с ним. Так, что тут? Кулума. Кулума. Ёршик кулума. Все подохли. Надо живцом менять. Вон он уже накрутил. Течение здесь слабое. Небольшой налимчик только попал и все. Приехали. Уже поздно. Просто сидели, думали, что дома сидеть. Поехали, прокатимся, проверим. Будем совмещать полезное с приятным. Дома сидеть мы всегда успеем. А на реке побыть — это за счастье. Тем более проверить надо. 2 дня не проверяли. Народ уже поспрашивал, все поподнимали уже палки. Налим не ловится. Скорее всего, он пошел уже на нерест. Клюет только мелочевка. Так, все, наживляем, отпускаем. И, наверное, уже пора включать фонарик, уже темнеет. Так. Посмотрим вторую. Небольшая натяжка есть. Так, ёршик дохлый. Малек дохлый. И такой же налим небольшой, тоже небольшой. Грамм на 300, наверное. Но он у нас запутает. И у нас он не живец и не жилец. Так как заглотил. Вон, желудок уже вышел наружу.
Сами понимаете, долго жить он не будет. Так что его мы тоже выбираем. Он даже у нас для живца не пойдет. Нацепим. Живцов. Блин, сегодня с ветром вообще вон крючки аж прилипают. Давай, пока. Пока камера включенная, пока она не замерзла, по-быстрому нацепим. Ой, по-быстрому проверим, вернее. Засыпем и потом уже будем наживлять камеру, когда уберем. В любой момент может камера замерзнуть, и съемки у нас опять не будет. Так, здесь у нас пусто. Глухозимие никто не отменял. Раз пустой крючок, два пустой крючок и три пустой крючок. А вот здесь вот язёк был. Видите, да? Пол малька сожрал. Хвостик только один остался. Здесь у нас язёк был. Поднимай. Нет, я понимаю, потому что потом камеру это выключу. Я говорю, поднимай тут тоже. Да. Главное засыпать пухлым снегом, не сырым снегом ледяным, не плотным, утрамбованным. Пухлым снегом засыпаешь, и вон лунки, несмотря на мороз, не замерзают. Палки примерзают к пальцу сразу. Вот тогда здесь на этих 5 палках было 2 налима. 1,5 и где-то кило 800. Сейчас нету. Все, видишь, глухозимье. Ершкулума. Пустой крючок. Ну, видишь, язи да дербанят. Вон, 2 крючка пустые. Ага. Все равно что-то было. Ладно. Пока выключаемся, у нас еще одна палка осталась здесь. 5-я. Да. Я пока прячу камеру. Потому что я не знаю, что с камерой или что с батарейками. Если холоднее минус 15 градусов, уже батарея застывает. Если постоянно на голове, она застывает в течение 5 минут, и камера выключается напрочь и больше работать не хочет. Так что прячем за пазуху, как бы стараемся что-то больше запечатлеть. Я так думаю, что-нибудь да мы сегодня все-таки увидим. Ну, нет, так нет. По крайней мере, мы на рыбалке, мы отдыхаем, руки мерзнут, а душа греет. Так. Пока наживлял, тут Серега приготовил еще пару палок по-быстрому. Походу мороз еще крепчает. Еще и с ветром. Ветерок вроде бы небольшой, но на морозе чувствуется. Здесь у нас никого. Ладно. Потом разберемся. Сначала по-быстрому проверим, чтобы камера не замерзла. Ну, что, неужели налимы уже ушли на нерест? Даже я склевать перестал. Вот такие дрищ-пакеты вот есть. Больше ни хрена. Но если будет крупный, то на этих мелких, если не подохнут, все равно попадется трофейный. По крайней мере, и в этом сезоне практически весь крупный налим у нас был пойман на мелких налимчиков. Вон опять живец. Это нормально. Они делают свою работу. Когда крупный налим шевельнется, все равно он этих живцов, по идее, должен будет проглотить. Мы их, естественно, снимать не будем с крючков. Пусть болтаются. Вон на каждой палке по мелкому налиму. Но мелкий.
Крупного нет, но мелкий есть почти на каждой палке. Одна мелочевка. Детский сад. Меняй, не меняй места. Где крупный гасится, хрен его знает. Здесь у нас пусто, никого. Пустая палочка. Вот эту еще сейчас посмотрим. А там у нас третья проверена, да? И две возле берега еще. Щуки в этом году у нас не было на Печоре. Небольшая натяжечка есть. Ну вот это съедобный уже, куда бы ни шло, да? Это съедобный и последний. Ну вот этот на полкило уже где-то по-любому есть. Такого уже можно на сковородку смело кидать. Жареха Вот, есть. да, самый вкусный размер такие. Вот такие до килограмма самые то. А эти живцы это только на трофейного мелюзга. Как-то вот так. Не густо, но и не пусто. На сковородочку мы уже На жареху. на небольшую жарежку уже надергали. Там еще два мелких есть. Нормально. Пока нормально. Но еще не вечер. У нас тут возле берега две палки. И там на верхнем ряду еще пяток. Так что, возможно, мы еще что-нибудь да увидим интересное. Пошли наживлять и прячем камеру, пока не замерзла. Тучи разошлись. Мороз крепчает. Уже, наверное, ближе к 30. О, красота среди бегущих. Здесь у нас осталось еще две палочки. Все насадили, пока живцов хватает. Потом на верхний ряд там свои живцы есть. Так, здесь у нас тоже никакой натяжки. Вернее, есть небольшая натяжечка. Один малек живой, второй живой. О, и кулома налим. Кулома этих живцов обратно в воду. Ёшкин кот. Вот успел же, да, попасть и сдохнуть уже, блин, за 2 дня. Когда я проверил. 6-7. За 2 дня уже тур дома. Ничего. Сразу. Ты куда ты падаешь, замерзнешь? Дергаешься, блин. Замерзнешь же, блин, на снегу. Ты не дергайся. Вон, я ж тебе плохого ничего не желаю. Я тебя просто на крючок наживлю и отпущу в воду. Чтобы все было по фэншую. Туда, туда, туда. Туда. Язь куда-то пропал, блин. Я раньше хоть язь радовал, а сейчас вообще ни одного язя уже нету. Вторую проверку. Так. Ну, давай, крайняя палка. Обрадуй нас вот таким налимом. А в ответ... походу, тишина. Никто не дергает. Нету его, нету. Нету. Пока нету. Еще не время. Скорее всего, налим, крупный налим, скорее всего, пошел на нерест. Мелочи много. Детский сад расплодился. Но есть мелкий налим, значит, будет и крупный налим. Никуда он не денется. Раньше мелочи было не так много, сейчас очень много мелочи. И кто бы что ни говорил, что мы там вылавливаем мелочь туда-сюда, это капля в море. Их тут тысячи. И крупный есть по-любому где-то. Просто он еще, не знаю, или жрать не хочет. Это не Енисей, это Печора. Здесь свои хитрости.
Так, все. С этим участком закончили. И там пяток палок у нас еще на верхнем участке, немножко повыше. Сейчас пойдем еще глянем там. Может там что порадует. А мороз, мороз. Ладно, все. Прячем камеру, выключаемся. Так, ну вот, прибыли. Мы еще... Замороженные, да? Все замороженное, да? Мороз крепчает. У нас осталось 4 живца. И тут у нас последняя ловушка, где осталось, я не знаю сколько там, но эта проверка, может быть еще одна проверка, и все, придется палки поднимать, больше живцов нет, если ершей не наловим. Пару слов для тех умников. Вот какой-то черт на ртубе написал: ты ставишь столько-то палок, столько-то крючков, это ты не считаешь браконьерством туда-сюда? Нет. И там кто-то написал ответ ему: а попробуй ты поставь. И он ответил, типа, мне совесть не позволяет. Да тебе не совесть, диванный критик, позволяет. Тебе лень, матушка, ты вот попробуй. Минус 30 градусов, вот так вот на морозе почухаться, блин. И рыбачить, тем более, когда ничего не ловится. И вот то, что вот эта мелочевка ловится, вот самый большой налим сегодня, пока. Остальное все мелочевка, которые заглотыши, которые живцы. Даже вот их поймай и потом что-то говори. Мелкого налима очень много. И то, что вот таким трудом на большой-большой территории стоят там десяток, да пусть 15 или 20 палок там. Ты вот попробуй полови и потом посмотрим. Это не Енисей, где Костян поставил один перемет на одну дырку черную и таскает оттуда. Это Печора, верхнее течение. Здесь налим есть, налима вы видели, но его не в таком количестве. И чтобы его поймать, надо немало потрудиться. Так что перестань умничать. Рыбачь. Попробуй порыбачь, да, вот такой вот мороз с таким трудом. Попробуй полови, а потом звезди, блин. Так, ладно. Это что касается чертей, которые пишут умные комментарии у нас на канале. А в основном у меня на канале остались понятливые, нормальные, адекватные зрители. Вон, еще один здесь налимчик у нас. Тоже нормальный, да, полкилошка, наверное. Мы потихоньку рыбачим и потихоньку ловим. Вон. Даже такие вот. Да на такие я уже рад. Вот на полкило налим, что нет-то. Такие это уже красота. Красота. Очень вкусные. Со сметанкой или в любом другом виде. Это уже нормалек. Янцикадан. Так, все, прячем камеру. Видишь, как скрутил он, блин. Прячем камеру и включаемся на следующем продольнике. Опачки. Ну давай, Печора, матушка, обрадуй нас чем-нибудь. Пустой крючок, кто-то был. Живой. И это пока ничем не радует. Так, все. Спрячем камеру сначала. Все, палочка готова. И тоже без натяжки. Ни ерша тебе не надо, ерш живой. Ни малька им не надо. Ничегошеньки не надо им. Глухо зимье все-таки наступило. Ладно. Подождем, когда у зимы слух прорежется.
Очень многие уже подняли палки. С мужиками говорил, которые на лима ловят на палке. Потому что, говорит, ловиться перестала от слова совсем. На всяких разных участках. Но мы тоже не исключение. Сейчас начало января, получается, до крещения смысла нет ловить. Но если палки стоят, все-таки лучше проверить. Хуже точно не будет. Заодно вон 2-3 жарехи у нас уже все равно есть. Несмотря ни на что. Так. И здесь пусто. Ладно, убираем пока камеру, а то замерзнет. Так, ну вот села батарейка, и оставшиеся палки мы проверили уже без съемок. Да и особо-то показывать смысла не было. Улов сегодня минимальный, но не пустой. От а-ля мы ушли, проверили все палки. Улов у нас вот такой. 2 налимчика где-то примерно. Этот где-то грамм 600, это на полкило. И пару таких небольших налимчиков. Я на 2-3 сковородочки поймали. И живцов у нас осталось всего вот столько. Это у нас максимум на 2 проверки. Скоро будем закрывать нашу рыбалку на палке, если живцов не поймаем, и делать перерыв. Осталось максимум 2 проверки, и будем заниматься немножко другой рыбалкой. Посмотрим, время покажет. Ну а сегодня мы дело сделали, с отличным настроением, хоть и с минимальным уловом. Идем домой, едем. Этих налимчиков мы сегодня зажарим в сметанке или в муке. По мачку, макучку, туда-сюда, под рыбацкий. И будем отмечать наши праздники. Рождество, Новый год, за старый Новый год. Дни рождения. Дни рождения моего сына, сына Сергея. Так что праздник продолжается. Главное не лениться. Быть на природе, быть в движении. И дай Бог нам всего хорошего и здоровья нашим сыновьям. И вам тоже. Всем спасибо за внимание. Вот такой короткий ролик получился. Всем до свидания. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся. Всем пока.